Да. Так, кондиционер. Хорошая мысль. Кому не дует, меняется местами. Так, ну давайте сейчас мы озвучим это. Кондиционер давайте попросим, чтобы выключили. Так, все, команда пошла, так сказать, наше, понимаете, любое наше желание, тут же, так сказать, на него высшие силы реагируют, так что сейчас что-то будет меняться. Еще раз хочу подчеркнуть, вот эти моменты, они очень важны. Скажите мне, какие эмоции сильнее всего закрывают нас от любви? Уныние. Вот смотрите, у меня был волгоградский семинар. После волгоградского семинара мне девушка пишет письмо. Она говорит, у меня было перед семинаром куча обострений и с желудком. И говорит, мочеполовая инфекция, с кишечником, неудачи, неприятности на работе, унижение. То есть полный пакет чистки перед семинаром я получила. Потом я приехала с матерью на семинар. На семинаре я летала. Ощущение было полета любви, как будто солнце светило вокруг. У матери было ощущение то же самое, полета. То есть семинар, сказать, просто, сказать, нас сделал другими людьми. Потом мы вернулись. И через несколько дней опять начинает вылезать уныние, недовольство, обида, раздражение и прочее. А через 2 недели у матери заворот кишок. Начинается операция. Она говорит, я написала, что я приму ее смерть, я все принимаю. Она молилась. Мать выжила. Врачи сказали, осталось жить несколько часов. Мать выжила, пошло улучшение. Проходит еще несколько дней, 5-6, и опять рецидив идет. И опять у матери заворот кишок, и опять осталось жить несколько часов. Она говорит, я опять молюсь и хочу у вас спросить, что мне делать. Я ей позвонил. В принципе, предположения подтвердились. У матери было накопленное уныние по жизни. Причем достаточно долго. И в молодости, и во время беременности. Она все это накапливала, запихивала внутрь. И рано или поздно это должно было выйти. Она приезжает на семинар. Она должна внутренне отпустить все свои привязанности, все ложные маяки отбросить. И она должна четко жить только вот, сказать, ощущение единства с Богом, любовь. Все остальное можно потерять. Если же хоть малейшая тема гордыни сохраняется, если малейшее ощущение правоты, справедливости, превосходства, осуждения, то тогда корни остаются. Уныние не преодолено. И тогда оно не трансформируется через любовь, оно идет чистка, просто выбросом. И вот у нее пошел выброс и заворот кишок. И что получается? Что уныние является одним из самых опасных, можно сказать, грехов, если не самое опасное. Я говорил, что дьявол стал ангелом, когда стал унывать. Так только мы утрачиваем устремление к Богу, единство с Ним, мы начинаем устремляться к миру, начинаем прицепляться к Нему, и Бог разрушает окружающий мир. А поскольку мы еще не видим, кто разрушает, просто мир рушится, мы начинаем испытывать уныние. И если это чувство не преодолевается, накапливается, то потом, рано или поздно, душа должна очиститься. Душа должна очиститься обычно когда? Когда дети на подходе, чтобы они не погибли. Или, сказать, когда прошел определенный срок и нужно готовиться к следующей жизни. Или когда приходит божественная энергия. Христос четко и понятно назвал этот этап Царствие Небесное. Так вот, Царствие Небесное пришло 2000 лет назад к народу Израиля, и от государства ничего не осталось. И народ был большей частью истреблен. Сейчас Царствие Небесное подходит к нам. Есть признаки этого. Значит, что получается? Тот человек,
который себя отождествляет с чем угодно, но не понимает, что он есть любовь, тот человек, который накопил грехи, то, что называется, он должен за это ответить. Он либо преодолевает внутри себя эту проблему, либо она вылезает и превращается в болезнь и смерть. То есть к одному Царствие Божие приходит как счастье и здоровье, а второму как болезнь и смерть. И что получается? Я просто пытаюсь понять божественную логику. И то уже прикосновение с такой энергетикой идет чистка на уровне смертельном. А теперь представьте, если это реальная будет божественная энергия, что тогда будет с нами? И здесь очень важный вопрос. Да, уныние – это страшная вещь, одно из самых опасных, сказать, один из самых опасных грехов. Что такое уныние? Кто мне скажет? Неприятие божественной воли. Что такое уныние? Еще другое определение. Недовольство собой. Недовольство собой. Что такое уныние? Недовольство другими. Что такое уныние? Неверие в будущее. Крах планов. Пессимизм. Отрицание божественной воли. Что такое? Это отказ от любви. Потеря смысла. Вот вы уже начинаете подбираться. Что такое уныние? Убийство себя – это уже конечное, завершающее. Стадия. Когда форма возникнет содержание. Ну, в принципе, это, так сказать, элементы этого присутствуют. То есть форма, так сказать, важнее содержания – это система ложных целей. Потеря цели. Ну, я же вам подсказываю. Дело в чем? Я вам говорил, что человека делает сильным цель. Почему человека делает сильным цель? Энергии больше. Сила – это есть энергия. Цель делает сильным, потому что она заставляет, провоцирует нас, помогает нам освобождать энергию. Когда энергия падает, когда мы отказываемся давать энергию, это есть уныние. Вот я хотел прийти в магазин и купить что-то. Прихожу, а там нет. У меня уныние. Цель утрачена. Логика простая. Уныние перерастает, сказать, сначала мы утрачиваем цель, и у нас падает энергия. Потом пессимизм. Что такое пессимизм? Это неверие в систему. Дают одну цель, другую. Я говорю, да нет. То есть пессимизм – это отказ верить в цели, каким-то целям. Так вот, пессимизм и уныние – это есть защитная функция организма. Кто скажет, в чем защита? От лишнего выброса энергии, которой нет. Это от лишнего выброса энергии, от неконтролируемого. От неправильного. Вот смотрите, разбежался человек, побежал головой, щелк об стену. Не получилось с первого раза пробить. Разбежался еще, щелк. Ему говорят, повремени. Он говорит, не, я буду биться до конца. А у второго рядом уныние. Он скажет, нет, что-то нехорошо мне, не буду это делать. Поэтому уныние является защитным механизмом, как и страх. Страх и уныние ходят рядом. Это есть отказ от цели. И вот здесь очень важный момент. Человек, который живет чисто в человеческой логике, он обречен на уныние, потому что вся система человеческих целей, она рушится. Он чувствует, что все равно это он потеряет. Поэтому возникает уныние. Вот такое было у Льва Толстого, который говорил, я все равно умру, зачем я живу? И он говорит, я не хочу жить. Вот я, так сказать, перечитываю его исповедь, потрясающая, так сказать, вещь. Так вот, уныние – это есть отказ от цели. Но когда вы живете в человеческой логике, вы обречены унывать. Если же вы идете к Богу, поскольку Творец вечен, то любовь к Богу, как таковая, не может вызвать уныние. Потому что эта цель вечная. Единение с Творцом выходит за пределы времени. Поэтому, пока у нас есть личное устремление к Богу, у нас уныния, по сути, быть не может.
Как только мы утрачиваем личное стремление к Богу, автоматически сразу появляется уныние. Тут же идет сброс на другие цели, тут же эти цели колеблются, я понимаю, что я их потеряю, и жизнь я потеряю, и все, что я имею, я потеряю, и возникают уже моменты уныния. Тогда, чтобы вот эту систему стратегических целей, я понимаю, что я потеряю жизнь, что мои способности увядут, красота, все что угодно, сила, тогда я переключаюсь на то, что вот реально, вот они деньги, я их имею, я счастлив. Я хочу заработать много денег, я хочу занять положение в обществе, я хочу иметь власть. И я стремлюсь, и на этом отрезке я счастлив. Я стараюсь не думать о стратегических целях, потому что тогда они у меня вызывают уныние. Поэтому человек, утративший личное стремление к Богу, обречен на уныние. И дальше он начинает искать систему целей других. И потом все равно, это, так сказать, удавка, она становится... Чем сильнее я чувствую, что мои стратегические цели рушатся, тем больше я переключаюсь на тактические цели. Я начинаю жить ими, потом я их теряю, еще на более тактические, и все сводится уже к чисто животным инстинктам. Секс, еда, деньги, выпивка, власть и так далее. Это образ жизни преступника. Так вот, это вот образ жизни, который живет нынешняя цивилизация.